Назывался сызык-пызык. Сызык-псык. Сызык это означает черты, черточки. 1, 2, 3, 4. Русские перевели ее как чижик-пыжик. На самом деле сызык, от наша нагайская игра, она, значит, называется сызык, черточки. Пысык. Пысык это значит курица, которая несет яйца в укромном месте. А пыс это значит ну как, птица тоже пс называется. Прячется она в ветвях. Понимаете, это пернатая. Называется пыс. Вот, сызык, пыс, в общем, можно сказать, что это черта, как курица прячется там где-то в гнезде, вот как это, или черта, которая в ветвях прячется, как птица. Вот, понятно? А принцип такой, вот такая, значит, вот примерно такая, чуть-чуть побольше, может быть. Там они придумали, вот старых так кладут палочки, такой никакой палочки не кладется. Обычно они там делают, я покажу, как делать козу да? Не буду показывать. Вот такая, уя, это гнездо, уя. Гнездо делается вот так. Гнездо. Ну, примерно было, метр на метр где-то. Вот. Вот, допустим, мы с ней играем вдвоем. Да? Берется вот это. Я, допустим, сейчас она расположена. Мне была это вот так. Вот я подаю, когда она осторожно чуть-чуть подальше, от этого. Вот так делать, ударить надо подальше. Вот сюда. На стол упала. Вы смотри, вы сейчас да? 3. Значит, сено алып суғасын. Ты можешь ударить ее 3 раза бить, чтобы попасть туда в этот. Вот этим. Вот так можешь ударить, а потом туда ее попасть. Может, покажите еще, вот как надо бить. В общем, у меня казалось, вот так 3, вот черта 3. Тебе, короче, 3 раза можно ударить. Если бы она упала 1 раз или 2 раза, ты бьешь 1 раз, 2 этих позиций. Она упала на 3, вот так, да? Ты вот так бьешь, вот сюда бьешь, она должна в гнездо попасть. И я это гнездо. Понимаешь? И у тебя есть еще 2 попытки. Бьешь еще вот так. Сюда. 3 попытки так. Ну, здесь песок, надо на это. Надо загнать ее туда. А когда она взлетает, ты можешь ее туда догнать этим. Можно так не бить, а можно вот так, запомнить, полетел, ты ее туда раз вот так. Попасть надо. Вот тебе 3 попытки, бей. На, вот тебе палка, более такая. Знаешь, как бей? Вот бей, вот надо бить, ставить так, чтобы вот так, вот по этому месту бить, тогда она взлетает вот сюда, бей, и тоже глазомер надо, это же вообще даже больше, чем глазомер. Туда раз, тут смотри, чтобы глаза не попал. Бей. Опа. Ой, так. мимо. Еще у тебя 2 попытки, бей. Гнездо, что попало. Может, победи, когда сдалека, если мы там улетаем, можешь ее палкой ударить, понимаешь? А можно так. Так, еще одна попытка. Смотри, чтобы попала в гнездо. Уяга тисень, чтобы попала в гнездо. Бей в ту сторону, она к тебе улетит. Бей с той стороны, что ли. Может, ты ударить, она подпрыгнет, ты ее можешь ударить палкой. Смотри, послушай. Сейчас ты ударишь ее, да, вот она. Ты ударил, она взлетит, ты ее вот этой палкой можешь туда направить. Загнать, да, получается? Тебе надо немножко подыграть, типа так. Направить туда. С тебя это большая новость. Теперь, значит, ты делай. Ты бьешь, за меня подальше делаешь ты. Вот так сейчас бей туда. И, знаешь, как делать? Когда, вот, чтобы противник, вот, это ты для меня подальше делаешь. Чтобы противник далеко, допустим, она, когда так бьешь недалеко, ты когда бьешь, допустим, она взлетит, ты можешь ударить, она тоже улетела далеко, чтобы мне тяжелее было оттуда попасть, понимаешь? А ну так как у нас это сейчас мы стекла вышибем, так что не будем. Понятно, да, сама в принципе игры? Ну я на такой метод не гарантирую. Нет, ты по краю бей вот так, видишь? Это надо на ровном таком месте, на таком жестком месте играешь. И вот бей по этому месту, видишь? Это вот так. Чтобы она вылетела с гнезда, бей. А вот так надо, пускай немножко приподнимите, да, бей. Опа! 1 раз меняешь, одна попытка меняешь. У нас неровно, она должна так лечь. Я себе немножко подыграю. Вот так. Одна попытка меняешь, значит. Я могу ударить ее, а могу, если далеко там, допустим, метров за 15, за 20 улетел, она приподнялась, я могу вот этой палкой ударить, и чтобы она попала в гнездо. Вверх. Нет. Сейчас я подаю. Понятно? Ну, палка, видите, как бить вот так. Это просто сейчас взял, мне готово где-то была, лежит. Сейчас, времени тоже. Вот так это закругляется. Для чего? Чтобы ты когда удар нанес, чтобы она не так попала, а она полукругом вот так.